Здравствуйте, ребят! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в крибидж. Крибидж это сложная карточная игра с очками и комбинациями. Поэтому я попытаюсь вам максимально понятно объяснить. Так что да. Итак, для игры нужна обычная колода из 52 карт тузов без джокеров. Ну и еще можно использовать специальную доску для подсчета очков. Я бы вам ее показал, но у меня ее нет, так что да. Но эта доска является необязательной, вы можете спокойно играть без нее. Так что да. Старшинство карт туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король. То есть туз это самая младшая карта, а король наоборот, самая старшая. Количество игроков это 2, 3 или 4. И цель игры получить как минимум 121 очко. Так, сдатчик определяется жребием. Короче, определяется случайным образом в первом раунде. В следующих раундах игрок, который идет в следующем по часовой стрелке, следующий игрок, он становится сдатчиком. Это каждый игрок получает 6 карт. 6 карт. Одной карты за раз. Остаток колоды он убирается в стороны, и его больше не используют. Итак, потом игроки... извиняюсь, остаток колоды используется. Я сейчас вам про это скажу. Игроки убирают две карты, чтобы их сбросить. Так что да. Все сброшенные карты будут принадлежать... они принадлежат сдатчику. Так что да. Потом высшая карта остатка колоды раскрывается. В этом случае червовый король, которая называется стартовой картой. Так что да. Потом раздача завершается, начинается розыгрыш. Первым ходит противник с датчика, кто уходит в часовой стрелке. Да. Итак, каждый ход в первом этапе это расположение карты рубашкой вниз. Да, всем забыл сказать. Вот эти сброшенные карты с датчика, они называются крип. Так что да. Вкладывают любую карту открытую. И первые карты создают открытые стопки сброса. Так что да. И как бы сказать, очки в этих стопках, они все суммируются. Стоимость карт в очках, которая в этой игре называется пип, это так, тузы 1 очко, часовые карты, то есть от двойки до десятки по номиналу, то есть там, да, то есть 8 очков, 9 очков и так далее. 9 очков. Итак, картинки, то есть валеты, дамы, короли дают 10 очков, то есть туз дает наименьшее количество очков, а десятки, валеты, дамы и короли дают наибольшее количество, так что да.
Так. Ах, да. Количество, количество очков не должно превышать 31. И после каждого расположения игроки должны объявлять текущее количество очков. То есть, например, Тимон положил тройку, говорит 3, а я положил даму и говорю 10. Так что да. Итак. Игрок, который может только увеличить 31 очко, говорит иди своему противнику и пропускает ход. Так что... Если оба игрока могут только увеличить, то тогда количество обнуляется, расположенные карты не раскрываются, и последний владелец слова «иди» располагает следующую карту. Так что да. Розыгрыш завершается после расположения всех карт игроков. Так что да. Итак, теперь рассказываю про подсчет очков, который в этой игре довольно запутанный. И он очень долгий, так что я сейчас вам буду подробно рассказывать, и вы внимательно слушайте. Итак, если стартовой картой является валет, сдатчик получает 2 очка. Владелец слова «иди», последний владелец, он получает за свое слово 1 очко. Последняя карта меньше 31 очка, 1 очко. Карта, которая приводит к 15 или 31 очку, 2 очка. Дает 2 очка. Ранг, совпадающий с рангом ранг, совпадающий с предыдущим рангом противника, это называется пара, дает 2 очка. Парный рояль, то есть третий совпадающий ранг, 6 очков. Двойной парный рояль, четвертый совпадающий ранг, 12 очков. Последовательность 3 или больше карт, то есть там 3, 4, 5, валет, дама, король и так далее. Дает очки в зависимости от количества карт в последовательности. То есть, если будет 3 карты, то 3 очка, если 4, то 4 и так далее. Однако последовательность будет давать 0, если какая-нибудь карта останавливает последовательность. Так что да. Еще говорю, перебивает. Так что да. После подсчета очков первой фазы начинается второй этап подсчета очков, который называется шоу. Так что да. Начиная с противника с датчика, игроки получают очки за добавление стартовой карты. Так что да. Комбинация, которая дает ровно 15 очков, дает 2 очка. Пара, то есть 2 карты одного ранга, 2 очка. 3 карты одного ранга, 3 карты одного ранга, 6 очков. 4 карты одного ранга, 12 очков. Последовательность дает количество карт в последовательности. То есть, 3, 4, 4 и так далее. Сюда. И это. Уменьшенная последовательность других карт дает 0 очков. Так что да. Флэш, то есть все карты в руке имеют одинаковую масть, 4 очка. Или 5, если стартовая карта имеет одинаковую масть. То есть масть совпадает с ними. 1 для его ноба. Ситуация, в которой масть валета в руке,
масть палета в руках совпадает с мастью стартовой карты. Дает 1 очко. Болец с мастью стартовой карты называется нобом. Так что да. После подсчета очков с датчика Крип раскрывается. Датчик получает очки за стартовую карту вместе с Крибом. Так что да. Вместе с Крибом. Так что да. Итак, проходит как в шоу, но в шоу, то есть в предыдущем этапе, но Флэш всегда дает только 5 очков, если все карты Криба и стартовая карта имеют одинаковую масть. То есть, если будет только 4 карты нового ранга, то не засчитывается. То что да. Так, после подсчета очков Криба и стартовой карты с датчика раунд завершается и начинается следующий. Так что да. Партия завершается, извиняюсь, партия завершается, если один из игроков получает как минимум 121 очко. Он выигрывает, и каждый противник проигрывает. Хотя можно и так, чтобы партия продолжалась до тех пор, пока не останется один игрок, который еще не набрал 121 очко, тогда партия наконец завершается. Игрок, который не набрал 121 очко, проигрывает, каждый противник этого игрока выигрывает. Так что да. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось видео, надеюсь, вы поняли, как играть в крибидж. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео, так что всем пока.